Смотрите в программе. В 30 населенных пунктах сегодня дали старт высокоскоростному интернету. В России может появиться новый 14-й национальный проект, посвященный туризму. В Усть-Алданском районе построили долгожданный мост через озеро Усть-Кюль. Продолжаем эфир нашего канала новостями к этому часу. В Якутии за сутки выявлено 69 случаев коронавируса. 57 новых случаев выявили в Якутске, 6 в Мирнинском, 3 в Татинском, 2 в Верхневилюйском и 1 в Намском районах. 78 человек выздоровели. В Якутске скончалось 2 пациента старше 65 лет с тяжелыми сопутствующими хроническими заболеваниями. 17 человек находятся в тяжелом состоянии. За весь период в Якутии официально зарегистрирован 2822 случая коронавируса. 1589 человек полностью выздоровели, 19 летальных исходов. Если говорить о коэффициенте распространения инфекции, то он у нас составляет последние дни в районе 0,9, на сегодняшний день 0,89 по республике. В целом процент распространения инфекции, увеличение количества заболевших, он сократился за последние недели до 2%. Это, безусловно, позитивные факторы, которые позволяют нам говорить о том, что с 15 числа ряд ограничений будет снят. Но при этом говорить о полном снятии ограничений, о кардинальном снятии ограничений, конечно, абсолютно рано. В мой адрес главный санитарный врач республики свои предложения внес. И сегодня до конца дня соответствующее решение на основе его представления я, как глава республики, в обязательном порядке приму. И соответствующий указ о дальнейших мерах по выходу из карантина, он у нас будет подписан. С начала года к высокоскоростному интернету подключили 30 населенных пунктов Якутии. В торжественном онлайн-мероприятии по запуску сегодня участие приняли глава СН Николаев и министр инноваций Анатолий Семенов. Жители получили доступ к современным телекоммуникационным услугам связи от Ростелекома. Это скоростной интернет, интерактивное телевидение, видеосервис Винк, видеонаблюдение «Умный дом» и другие. Это результат огромного труда, высокого профессионализма, самоотверженности работников Ростелекома и его организаций. Они работали в сложнейших условиях пандемии, угрозы опасной болезни, мужественно выполняя свои задачи, невзирая на все трудности. Я очень благодарен всем вам, благодарен всей компании Ростелеком за надежное партнерство, за нашу общую работу, которая дает возможность людям жить и трудиться в родных местах, чувствуя связь со всей республикой и со всем миром. В России может появиться новый 14-й национальный проект. Он будет посвящен туризму, а его подготовкой сейчас занимается правительство вместе с деловыми объединениями и профильными организациями. Нацпроект будет направлен на увеличение турпотока в стране и рост выручки в отрасли. Подробнее о будущих возможностях в следующем материале. Во всем мире уже поняли, что туризм – это серьезная отрасль, которая может приносить миллиардные прибыли. Причем в приеме гостей могут быть задействованы миллионы людей. Это не только сотрудники гостиниц и ресторанов. Здесь подключаются и другие сферы услуг. Авиакомпании, аэропорты, вокзалы, торговые точки. И в России есть что предложить туристам. У нас огромная страна. К примеру, только Якутия по территории больше, чем вся Европа. И там столько красивых мест. Ленские столбы, песчаные дюны там можно найти, царство холода. И в одной Якутии можно столько найти мест для туризма. И это популярно. Те, кто побывал из иностранцев в республике Саха-Якутия, они увозят любовь к Якутии в своем сердце, хотят снова вернуться. Но чтобы дать прочувствовать туристу всю красоту российской природы, нужно решить много проблем. Это и отсутствие инфраструктуры, непродуманные маршруты, нехватка хороших гостиниц, дороговизна билетов. Размотать этот клубок и должен помочь статус национального проекта, который курировал бы один из вице-премьеров страны. Причем успешные механизмы поддержки, которые помогли бы туристическому бизнесу, уже работают в других нацпроектах. Например, налоговые преференции, субсидирование, гранты. Такой подход, он именно требует статуса национального проекта, чтобы было понятно, кто за что отвечает, чего нужно достичь в какое время. Были выделены серьезные деньги, сотни миллиардов рублей. И чтобы постоянно велся в режиме проектного комитета контроль за его исполнением.
Эксперты предполагают, что туризм в России в скором времени обретет статус национального проекта. И здесь успех будет зависеть не только от федерального центра. В регионах уже сейчас необходимо готовить продуманные программы по продвижению и развитию отрасли, чтобы быстрее и эффективнее включиться в реализацию нового нацпроекта. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва. А в следующем сюжете расскажем о молодом специалисте предприятия «Алмаз Автоматика», которое, кроме основных обязанностей, является еще и председателем правкома. Как девушке удается все успеть, узнавала Ирина Балкова. Почетные грамоты, благодарственные письма, призы и подарки. Среди них самое важное и почетное от профсоюза «Профалмаз». В 2018 году в конкурсе «Достижение года» Оксана Писарева стала победителем в номинации «Молодой профсоюзный лидер» по направлению «Лидерская инициатива». Когда я увидела свое фото среди 3 номинантов, это было «да ладно». Это уже было очень неожиданно и очень здорово. И мы сидели с ребятами, с моими коллегами, и сидели и вот так вот говорили: только не третье, только не третье. И 3-е место заняла не я. Потом объявляют 2-е место, и там тоже не я. И здесь просто уже мы кричали, мы топали. Распределение путевок, оказание материальной помощи, организация спортивных и культурных мероприятий – это малая часть того, что лежит на плечах Оксаны как председателя правкома. Но профсоюзная деятельность – это только общественная нагрузка. Основная специальность нашей героини – инженер по наладке и испытаниям Удачнинского монтажно-наладочного управления специализированного треста «Алмаз Автоматика». В настоящее время она проводит аэродинамические испытания на объектах заказчика. Моя работа заключается в том, что благодаря специализированным инструментам и оборудованию мы приходим на объекты заказчика, делаем замеры вентиляции, систем кондиционирования воздуха, приточек. И на основании этих замеров мы выдаем паспорта вентиляционной системы, в которых прописывается, пригодны они к эксплуатации, непригодны, стоит ли провести ревизию. В коллективе Оксану ценят и уважают. Она одна из тех, кто всегда первый придет на помощь. Наша героиня не перестает познавать что-то новое. Постоянно учится у старших и передает свои знания начинающим. Человек и работник, для меня это как прям супер помощник, который занимался всей документацией текущей по участку. Также она помогает всем, кто обращается. В свободное от работы время Оксана также ведет активный образ жизни, занимается спортом, предпочитает пешие прогулки и путешествия по неизведанным уголкам. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Владимир Путин лично разъяснит россиянам поправки в Конституцию. В течение июня президент проведет серию совещаний, на которых будут обсуждаться изменения и предстоящее 1 июля общероссийское голосование. Об этом сообщили «Ведомости». До голосования остается менее 3 недель, и наши корреспонденты продолжают опрашивать жителей Якутии об их отношении к поправкам. О том, какие из предложенных пунктов импонируют больше всего, нам рассказали алданцы. Ваше отношение к поправкам в Конституцию Российской Федерации? Отношение положительное, потому что считаем действительно, что поправки эти назрели, потому что время стремительно, то есть очень много изменений. Хотелось бы отдельно выделить меры социальной поддержки, которые будут закреплены в Конституции, это индексация и так далее. Но все-таки хотелось бы также рассмотреть каждую поправку отдельно, то есть и чтобы голосование было организовано по каждой поправке отдельно, а не общим пакетом. Сегодня меня, как директора Центра семейного устройства, волнует вопрос, почему так много на сегодня детей находится в таких учреждениях. Поэтому я считаю, что эту поправку самой наиважнейшей. Знаете, хотелось бы выделить 5 основных поправок. Это такие, как защита института семьи и детей. Это регулярная индексация социальных выплат и пособий, это, я считаю, немаловажно. Это индексация пенсий, доступность и качество медицинского обслуживания.
В Усть-Алданском районе построили долгожданный мост через озеро Ускёль. Протяженность 220 метров. Он был одним из объектов программы поддержки местных инициатив. Общая сумма свыше 1,5 миллиона рублей. Средства выделили из местного бюджета. Оставшуюся часть удалось собрать общими силами жителей и уроженцев Наслега. Строительство началось еще до закрытия переправы. Как только местная бригада закончит покраску, мост торжественно откроют. Крестьянское хозяйство Ан в Мегино-Кангаласском районе в этом году реализовало более 20 тысяч саженцев цветов разных видов. Как говорит фермер Александр Ан, раньше этим не занимались, но в этом году в связи с пандемией и самоизоляцией решили попробовать. В хозяйстве около 25 теплиц с печным отоплением. С апреля месяца начали высаживать овощную культуру. Для полива растений на весь сезон используют технологию капельного орошения. Нынче хозяйство планирует основную реализацию в поселке Нижний Бестях. Ну, в планах дальше расширение, дальше сажать, раньше выходить, угощать качественной продукцией местное население. Ну, у нас семья, отец, мать и 3 детей, ну, с семьями все. Ну, в основном семья, человек 15 у нас. И привлекаем также павловских, аптагайских. Ну, когда очень нужно, да, сезонно, ну, много привлекаем. Ну, человек 40 где-то привлекаем, когда тяжело. В Якутии летней занятостью охвачено около 53 тысяч детей. Они участвуют в программах дополнительного образования и внеурочной деятельности. Самый высокий охват на данный момент от 67 до 92% наблюдается в 9 районах – Абыйском, Алданском, Амгинском, Верхнеколымском, Горном, Жиганском, Намском, Усть-Майском, Чурапчинском и Мегино-Кангаласском. В целом власти докладывают, что подготовка к летней оздоровительной кампании детей 2020 года проводится в плановом режиме с учетом мониторинга санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. Много ярких впечатлений детям и взрослым доставил 2-й районный детский театральный фестиваль кукол «Золотой ключик» в Нерюнгринском районе. Жюри конкурса из десятка интересных постановок предстояло определить победителя и назвать лучшую. За ходом мероприятия следила наша коллега Тамара Игнатьева. Мы пришли к вам, чтобы вручить этот замечательный диплом победителя. Ура! Победителями конкурса, по мнению жюри, стали воспитанники и педагоги детского сада «Огонек». Их кукольные постановки на военную тему признаны самыми яркими, запоминающимися и точными в плане театрального мастерства. Работа поразила тем, что это было придумано оригинально. То есть использовались куклы, которые одевались на ноги. Этот способ был очень индивидуальный. Таких я постановок не видел. Даже в кукольных театрах это мало используется. Это было уникально. В этом году участниками конкурса стали воспитатели и юные артисты из 14 детских садов района. Каждый детский сад-участник приготовил свой спектакль или сразу несколько постановок, большая часть из которых была обращена к теме 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Дети с удовольствием изучили свою историю своих семей, изучили определенные произведения. Для детей это как бы пополнение их знаний. Несмотря на режим самоизоляции, как и предыдущий, этот фестиваль удался на славу, и все коллективы показали прекрасные результаты. Всего в фестивале приняли участие более 200 детей. В программу фестиваля вошли 27 премьер. Успех представленных работ, без сомнения, результат слаженного труда целой команды педагогов, родителей и их одаренных детей. Тамара Игнатьева, Захар Головин, Нерингри. На этом пока вся информация. До встречи в следующем часе.